Здравствуйте! Вместе с приветствием. Сегодня мы говорим вам «Поехали». 12 апреля – День космонавтики. 62 года назад Юрий Гагарин впервые покорил космос. Об этом и не только. Смотрите в этом выпуске. Теплые и уникальные воспоминания о первом в мире космонавте. Первый фотки сделал после приземления. С первым фотографом, который запечатлел приземление Юрия Гагарина, встретилась Алена Струминская. Не жечь, не жарить, не ослаблять внимание. Пока, говорит, петух не клюнет, мужик не перекрестится. В Татарстане введут противопожарный режим. Что это значит, расскажет Рамиль Шайдуллин. Борьба с грызунами и насекомыми в Казани. В лес хожу очень осторожно. В регионе стараюсь в июле, когда уже клещей нет. Где в столице проводят акарицидную обработку, расскажет Иван Сарафанов. Жестким на критику сегодня выдалось заседание Республиканской комиссии по предупреждению ЧС. Его провел первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин. Как выяснилось, в 14 районах пожарные машины в неисправном состоянии, а в некоторых уже 5-й год стоят на ремонте. При этом ситуация тревожная. С начала года в Татарстане зафиксировано уже 370 пожаров из-за возгорания мусора и сухой травы, а пожароопасный сезон в лесах республики начался почти на месяц раньше прошлого года. Причина – ранняя весна. Уже с понедельника на территории всего Татарстана вступит в силу особый противопожарный режим. Но готовы ли районы, расскажет Рамиль Шайдуллин. О подготовке к пожароопасному сезону 2023 года и мерах по недопущению возникновения лесных и ландшафтных пожаров на территории республики мы поговорим на сегодняшнем заседании, тем более, что, к сожалению, поводы у нас уже есть. Эти кадры на прошлых выходных облетели все социальные сети. В поселке Буаскуль Актанышского района буквально за 20 минут были уничтожены 5 домов, 3 сарая и 2 бани. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем на природе. Особую опасность в эти дни представляет вот такая сухая трава. Чаще всего ее можно встретить в частном секторе. Люди наводят порядок, сгребают ее в кучу и часто поджигают. Но в этом году из-за достаточно ранней и сухой весны для того, чтобы она загорелась, достаточно даже искры. С начала года в Татарстане уже 370 возгораний мусора и травы. Это треть от общего количества пожаров. Такие данные МЧС озвучила на заседании комиссии по ЧС. Чаще всего в зоне риска села, где для тушения не хватает техники. В 14 муниципальных районах республики 26 единиц пожарной и приспособлены для цели пожаротушения техники находятся в неисправном состоянии. В некоторых районах техника стоит на ремонте с 2018 года. Затяжной ремонт, который длится почти 5 лет, возмутил первого вице-премьера. Он потребовал ответственности от каждого на местах. Мы местному самоуправлению машин выделяем, на ДПО машин выделяем. За техникой не следите. Но вы поймите правильно, что физически государственная пожарная охрана в эти населенные пункты не сможет просто прибыть. К тому же почти половина районов республики не готова к весенне-летнему пожароопасному периоду или ограниченно готова. Проверки МЧС показали, территории заросли сухой травой, несвоевременно очищаются от мусора, что критично для сел, примыкающих к лесному фонду. По закону участки в 10 метрах от леса должны быть очищены от травы и мусора. 1,5 метра – минерализованная полоса. В основном у нас крупные товаросельхозпроизводители примыкают к лесам, имеют земельные участки, и тоже с осени делать эти работы, выполнять эти работы. Ну и особенно касаемых вот как раз участки лесов, соприкасаемые с населенными пунктами. Благодаря защитному рву удалось быстро локализовать пожар, который недавно случился в одной из промзон Альметьевского района. Чтобы не допустить таких ЧП, уже со следующей недели в республике начинает действовать особый противопожарный режим. Послушать, может и все сгореть. Сейчас тем более вот ветер, какой ветер. Очень хорошо. И что, да, положительно, чтобы и дачные участки не горели, не чокаться. Режим продлится до 10 мая. Запрещено сжигать сухую траву и мусор, а также готовить пищу на открытом огне в населенных пунктах и садовых товариществах, граничащих с лесными участками. Как сегодня сообщил главный синоптик республики Сергей Захаров, сейчас в республике установилась очень сухая погода. До 18 апреля дождей не ожидается. Будет сохраняться 3-й класс пожарной опасности, местами до 4-го, максимальный 5-й. Поэтому на комиссии рекомендовали уже сейчас придерживаться требований противопожарной безопасности. Рамиль Шайдуллин, Сансаитова, ТНВ, Казань.
Сегодня специалисты обрабатывали от клещей берега озера Средний Кабан. Казань наряду с 29 районами Татарстана является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, отмечает Роспотребнадзор. Всего за неделю количество обратившихся к медикам выросло в 3 раза, от 100 до 300 с лишним человек. Специалистам предстоит обработать более 1500 гектаров по республике. Это парки, скверы, лесопосадки, лагеря, территории детских садов. Иван Сарафанов подробнее. Обработку травы от клещей проводят в сухую безветренную погоду, как сегодня. Препарат должен осесть на растениях. На время обработки территорию огораживают. Репеллент вреден и для человека. Специалисты работают в защитных костюмах. Посещение данного места после обработки не рекомендуется в течение первых 2 часов, пока средство наше не осядет на растительности и не начнет свою работу. В этом году весна ранняя. Природа быстро отошла от зимней спячки, и клещи активизировались. Только не все об этом знают и принимают меры предосторожности. С начала сезона уже зарегистрировано 324 укуса. 35 из них в Казани. Специалисты рекомендуют при походе в лес одевать плотную светлую одежду, использовать средства от клещей и закрывать волосы и шею. При обнаружении насекомого незамедлительно обратиться в больницу, где его извлекут и отправят на исследование. Клещи не кусали. Сергей Добротворский на прогулку с собакой выходит в специальной одежде. Он в плотном комбинезоне с резинками на рукавах и штанах. Защищен и ерат. Хозяин позаботился и о нем. Дает лекарства и выгуливает в специальном ошейнике. Благодаря вот этим лекарствам, если вдруг вопьется в кожу, он сразу умирает, отпадает. В Нижнекамске за сезон от клещей пострадали 24 человека. Всех насекомых специалисты проверили на инфекции. Во всех случаях результат отрицательный. В лес хожу очень осторожно. В июне стараюсь, в июле, когда уже клещей нет. Скорее всего, лучше вакцинироваться, насколько я знаю, есть вакцинация. Я, конечно, фотограф, люблю поснимать на природе. Не знаю, как быть, но в прошлом году, раньше не попадалось, дай бог, и в этом году все будет хорошо. Клещи – переносчики опасных инфекций. Это боррелиоз, энцефалит и тулеремия. Перед обработкой от насекомых проводят еще и дератизацию. Это защитит от геморрагической лихорадки и от самих крыс, к которым цепляются клещи. 10 и 11 апреля мы провели дератизацию, обработку от грызунов, прогулочную береговую зону озер Верхний, Средний и Нижний Кабан. Сегодня мы приступаем к акарицидной обработке данных территорий. Ежегодно в республике к медикам из-за укусов клещей обращаются около 10 тысяч человек. Роспотребнадзор планирует провести полную обработку всех зеленых зон Казани. Это парки, скверы, лесные массивы, а также территории детских садов и лагерей. Самая высокая активность клещей, по словам специалистов, в Салават-Купере, Залесном и Дербышках. Иван Сарафанов, Анжелика Степанова, Роман Фенин и Булат Абдульманов, ТНВ, Татарстан. В казанском «Рубине» сменился главный тренер. Новым наставником стал известный российский специалист Рашид Рахимов. Сегодня он уже провел открытую тренировку. Ему 58 лет, ранее возглавлял пермский «Амкар», московский «Локомотив», «Ахмат» из Грозного и Уфу. Как сообщил «Рубин», клуб и прежний наставник Юрий Уткульбаев приняли решение о расторжении трудового договора. У руля команды специалист находился с ноября прошлого года. За это время в 8 матчах первой лиги «Рубин» одержал 4 победы и 4 последних матча завершил в ничью. Сейчас в чемпионате казанцы идут на 2-м месте. Ближайший матч 15 апреля с Ярославским «Шинником». До завершения турнира осталось 8 матчей. Тогда и станет ясно, попадет ли «Рубин» снова в премьер-лигу. Эта задача стоит перед новым тренерским составом. Вы сами понимаете, где должна быть команда, в какой лиге должна играть. Вы достойны этого, достойны играть в премьер-лиге. Это очень важно, потому что там играют лучшие. Но сейчас у нас одна задача. Мы должны объединиться, мы должны дать все от себя возможное, мы должны выйти и быть единым целым. Мы должны понимать, что есть у нас класс, у вас есть определенный класс у каждого игрока. Сегодня наша страна отмечает один из своих главных праздников, ставший по-настоящему мировым и даже внеземным – День космонавтики. И с каждым годом интерес к Вселенной у россиян растет. Это показывают и исследования. Так, по опросам ВЦИОМ, большинство жителей нашей страны мечтает увидеть другие планеты. Наибольший интерес вызывает Марс. Туда отправиться мечтает каждый 4-й респондент. Полет на Луну хотел бы осуществить каждый 10-й. Меньше россиян интересуют Венера, Юпитер и Сатурн. И каждый 3-й предпочел бы остаться на Земле.
С Днем космонавтики татарстанцев поздравил Герой России наш земляк Сергей Рыжиков. Космонавт-испытатель сейчас находится в родном городе Бугульма, где в честь праздника организовали ряд мероприятий. Сергей Рыжиков вручил паспорта юным горожанам и провел урок в кадетской школе. Все возможно, если трудиться, стремиться, стараться. Пусть исполняются все ваши заветные мечты. Подошел к окну, а тут такое. В такой шутливой форме Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики. Традиционная фото площади Свободы оказалась анимированным роликом со звездным небом и космонавтом. Я живой свидетель приземления первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Так о себе рассказывает 82-летний татарстанец Азгат Фарукшин. Доказательство этому 5 уникальных снимков, которые он сделал ровно 62 года назад. Азгат Фарукшин утверждает, это первые фото с момента возвращения космонавта. Они хранились в тайне 25 лет. Мы встретились с фотографом в День космонавтики и узнали истории снимков. Я первый фотограф, деревенский парень. Первый фотки сделал после приземления. В руках Азгата Фарукшина уникальные снимки первого в мире космонавта. Юрий Гагарин приземлился в деревне Смеловка Саратовской области. В поле его заметили местные жители, помогли снять скафандр. После Гагарина привезли на ближайший аэродром, военную часть под Энгельсом. Там и служил Азгат Фарукшин. Он стал одним из первых, кто запечатлел события, навсегда вошедшее в историю. Я вспомнил, что у меня фотоаппарат есть. Побежал к машине, забрал фотоаппарат. И начал фотографировать, вот, что там у меня много было снимков. Еще минут 40 мы стояли, ждали их. Эти фотографии сделаны сразу после того, как космонавта привезли на аэродром. Здесь уставший Юрий Гагарин отдыхает в штабе. На это и рассказывает о своем состоянии медсестре. Первые 40 минут после приземления космонавт не разговаривал, только обнимался с товарищами и приветствовал их. Этот снимок сделан спустя пару часов. Юрий Гагарин общается с советскими гражданами. Гагарин с Никитой Сергеевичем докладывает. Это любимая фотография Азгата Фарукшина. Юрий Гагарин общается по телефону с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Любимая, как говорит мужчина, она по двум причинам. Первая – уникальность. Попасть в штаб удавалось не всем. Туда его лично привел космонавт. Вторая – это связанная с ней история. Говорит космонавт Гагарин. Хрущев, видать, или плохо слышал. Кричит, какой может татарин быть? Русский должен, знаменитый, говорит. Гагарин говорит, нет. У меня фамилия Гагарин. Вы, говорит, неправильно слышите. Ну тогда ладно. Встретимся в Москве. Вот это я хорошо помню. А знакаевского парня Азгата Фарукшина призвали в ряды советской армии в 1959 году. Отправили служить в Саратовскую область, на тот самый аэродром под Энгельсом. Доверили автобус «Спас», на котором он возил 15 летчиков. Как выяснилось позже, среди них был и первый космонавт Юрий Гагарин. Кличка была то шкаф, то там... театраль, артист, интеллигент, весельчак. Вот среди них был веселый такой парень. Он анекдот любитель рассказывает, я тоже любитель. Вот мы познакомились. Впоследствии я узнал, что он Гагарин. О том, что он стал первым фотографом космонавта Юрия Гагарина, мужчина никому не рассказывал 25 лет. Было запрещено. Когда узнали друзья и родственники, прозвали Азгата Фарукшина живой легендой. Он у нас человек-легенда. Ведь для пожилых людей важно, чтобы не забывали их, правильно? Чтобы они были как-то в жизни, в центре жизни. Ну и вот... его не забывает никогда в этот день. Он очень довольный. Большую часть фотографий у Азгата Фарукшина забрали сразу после съемок. В сундуке в родительском доме ему удалось сохранить только эти 5 снимков. И вот спустя 62 года он также бережно к ним относится. А 12 апреля считает самым счастливым днем в своей жизни. Алена Струминская, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Многие татарстанцы напрямую связаны с первым полетом человека в космос. Профессор медицинских наук Аделя Котовская готовила к полету собаку-лайку, а затем и Юрия Гагарина. Ученый более 60 лет трудилась в сфере авиационной и космической медицины. Она исследовала влияние невесомости и перегрузок на организм человека. Кинооператор Махмуд Рафиков стал единственным, кто запечатлел Юрия Гагарина на видео после приземления 12 апреля 1961 года. Именно с его кадров был сделан портрет космонавта с телефонной трубкой, опубликованный во всех газетах Советского Союза.
С Днем космонавтики татарстанцев поздравил премьер Алексей Песошин. Этот день запомнился колоссальным научно-техническим прорывом, который произошел благодаря труду и мужеству космонавтов, таланту и мастерству ученых и всех работников ракетно-космической отрасли. Изучение космоса ведет к великим изобретениям, прорывным технологиям в медицине, робототехнике, энергетике и других областях промышленности. В свое время в Татарстане космические технологии получили значительное развитие. В Казани над чертежами ракетных двигателей трудились великие конструкторы Глушко и Королев. Пусть славное прошлое нашей страны станет не только предметом общей гордости, но и залогом дальнейших открытий и достижений, говорится в поздравлении Алексея Песошина. Интерактивные квесты, познавательные лекции и космические экскурсии. Так отмечают День космонавтики в астрономической обсерватории. Студенты соревнуются, кто лучше знает строение Солнечной системы, слушают лекции об истории российской космонавтики. Школьники узнают об окружающем мире и его особенностях в планетарии. Вечером посетителя обсерватории ждет самая интересная часть программы – наблюдение за звездами через телескоп. Восторг, радость и удивление. Для школьников сегодня особенный день. О космосе и об окружающем нас мире они узнают не за партами, а в планетарии астрономической обсерватории. Здесь и макеты ракеты, летающий глобус и космический штурвал. Например, здесь находятся необычные весы. Встаешь и можешь узнать свой вес на разных планетах. Например, на Луне я бы весила всего лишь 8 килограмм. Мне больше всего понравился экспонат, когда ты встаешь на весы, и там на телевизоре показывается, сколько ты весишь на разных планетах. Мне понравился аппарат плазменные светильники, и я теперь задаюсь вопросом, как они работают. И у меня теперь появляется цель попробовать сделать такие же светильники дома. Космонавт. Для ребят постарше интерактивный квест на знание Солнечной системы и истории отечественной космонавтики. Вместе разгадывают ребусы, отвечают на вопросы и даже танцуют. Мы рассказываем про Солнечную систему, про Солнце, еще про Луну и окружающие нас звезды. Интерес к космонавтике среди молодежи растет, говорят ученые. Доказательство этому — выставка «Удивительный мир космоса». Работ присылают больше, и они становятся содержательнее. Ребята рисуют, присылают подделки, пишут стихи о космонавтах. Это все вместе и есть День космонавтики. Это и есть патриотизм, который должен быть у каждого, кто проживает в Российской Федерации. Вот чем мы должны гордиться-то. То, что мы были первыми. Сегодня сюда пришли 200 школьников и студентов. С наступлением темноты самая долгожданная часть программы – наблюдение за звездами через телескоп. А ясная погода позволит посетителям увидеть самые яркие из них. Алена Струминская, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район. Сегодня вечером казанцы могли пройти сеанс тротуарной астрономии. С помощью телескопа наблюдали за Венерой и Меркурием. Здесь прошел астрономический кружок Антарес. Тротуарная астрономия становится популярной с каждым годом. Ее суть в том, что астрономы-любители выносят свои телескопы на улицы городов и предлагают бесплатно посмотреть на звезды. Поголовье крупного рогатого скота в России сократилось до исторического минимума, почти до 17 миллионов голов. Такого не было даже в 90-е. Почему фермеры Татарстана не могут нарастить мощности молочных ферм и повлияли ли на ситуацию низкие закупочные цены на молоко? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня в Казани посетил первую музыкальную школу имени Петра Чайковского. Райс республики ознакомился с учебными программами, осмотрел концертные малые залы, посетил интерактивный музей. Обучение ведется по предпрофессиональным и общеразвивающим программам. Каждый год школа выпускает 80 музыкантов, многие из которых поступают в специальные учебные заведения культуры и искусства. Напомню, в минувшем году в честь 90-летия в школе прошел капремонт. Здесь улучшили акустику для идеального звучания инструментов, обновили инженерные системы, заменили кровлю и фасад. Что-то Чайковского свое. Вот Петр Ильич Чайковский Литвинову подарил. Литвинов в 20-х годах у нас. Вот, он подарил портрет, и тут собственная запись Петра Ильича Чайковского. На этом рояке играл Рахманинов. Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Республику Беларусь. В аэропорту Райса Татарстана встретили вице-премьер правительства Беларуси Петр Пархомчик и чрезвычайный полномочный посол России в этой стране Борис Грызлов. В ходе визита Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций. Завтра он посетит промышленные предприятия, проведет деловые встречи и официальные переговоры.
Несмотря на санкции, экономика республики по основным показателям демонстрирует рост и занимает лидирующие позиции среди регионов страны. Об этом сегодня заявили на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам. Об экономической ситуации в Татарстане депутатам рассказал первый заместитель министра экономики Олег Пелевин. Так, объем валового регионального продукта по итогам прошлого года составил более 3,8 триллиона рублей. Основной вклад внесли промышленность, строительство и АПК. Выросла доля строительной сферы. В республику привлекли более 880 миллиардов рублей инвестиций. Сегодня говорили о развитии промпарков. В прошлом году были вопросы по заполняемости производственных площадок. Критика была и от Рустама Минниханова. Сейчас резидентов стало больше на 129 предприятий. Заполняемость выросла на 6%. Также члены комитета поддержали обращение Ярославской областной думы в правительство страны о возобновлении программы кэшбэка за путевки в детские лагеря. Она действовала последние 2 года, но в этом году ее не продолжили. Большие возможности для трудоустройства и развития своих проектов. В рамках презентации молодежного сообщества «Вызов» в Казани прошла экскурсия на предприятие высоких технологий «Эйдос». Сообщество объединяет молодежь технических специальностей и популяризирует науку. Как сегодня работают высокотехнологичные компании и каких специалистов ждут в нашем сюжете. Робот-манипулятор может заменить человека на сложных и опасных участках производства, снизить риски травматизма и повысить производительность. Это одна из инновационных разработок группы компаний «Эйдос». Одно из направлений – высокореалистичные роботы-симуляторы для обучения врачей. На них можно даже проводить малоинвазивные операции от аппендицита до сложных онкологических вмешательств. Новейшая разработка – ПЦР-диагностика. Если ранее диагностика была возможна только в специализированных лабораториях, то сейчас мы являемся единственными производителями в России систем быстрой диагностики здесь и сейчас. Все оборудование разработали молодые специалисты в области электроники, программирования, конструирования. Для них это возможность профессионального роста. Чем больше молодежи мы заинтересуем в высокотехнологичных специальностях, в инженерных специальностях, тем быстрее мы решим вообще проблему кадрового насыщения. Есть прекрасные высокотехнологичные компании, которые предоставляют огромные возможности для развития собственных проектов. Уже после экскурсии состоялся бизнес-диалог с руководством предприятий высоких технологий о том, какие возможности открываются перед молодыми специалистами в России, в том числе и в сообществе «Вызов». Оно создано совместно с компанией «Иннопрактика» и продюсерским центром Inside People. В Новосавинском районе столицы начинается строительство нового жилого комплекса «Счастье» в Казани. Сегодня заложили капсулу с посланием для будущих поколений. Как группа «Эталон» начала строить счастье, увидела наша съемочная группа. О своем счастье застройщик заявил громко, с гостями, угощением, добрыми напутствиями и традициями. Здесь заложили капсулу в фундамент будущей стройки. Скоро на этом месте появится современный комплекс с оригинальной архитектурой и развитой инфраструктурой. На прилегающей территории появятся зоны для отдыха и занятий спортом, прогулок и детские площадки. Территория благоустройства разрабатывалась вместе с ландшафтными дизайнерами и экологами. Находится на берегу реки Казанки в сочетании с прекрасной природой рядом. И мы продумали там все, уникальные планировки, там есть террасы, есть большое остекление панорамное, есть сауны, мастер-спальни. То есть все сделали для того, чтобы людям было комфортно там жить. За 35 лет существования на строительном рынке компания «Эталон» ввела в эксплуатацию 8 миллионов квадратных метров жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. Введенные дома есть уже и в Казани. Принесет благополучие, качественные дома, довольных жильцов, инвестиции дополнительные, рабочие места. Ну и мы будем, так скажем, одним из элементов, которые будут украшать этот, наверное, красивый, благополучный город. Будем соответствовать, будем, так скажем, задавать ритм, темп, видя, как активно очень город развивается, какая красивая архитектура. Жилой комплекс «Счастье» в Казани расположен в зеленом районе вблизи парковой зоны набережной Казанки. В шаговой доступности школы, торговые центры и объекты спортивной инфраструктуры. В этом году 90 лет со дня рождения легендарной Альфии Авзаловой. Уже в 3-й раз в Казани пройдет международный фестиваль-конкурс ее имени. Заявки принимаются в видеоформате до 22 мая. Поступило уже 200. Участниками могут стать поклонники певицы от 13 до 35 лет. Профессиональным вокалистом быть не нужно. Песня из репертуара Альфии Авзаловой может быть на татарском или любом из 17 языков, на которых она пела. От казахского и узбекского до китайского и испанского. Гала-концерт состоится 23 октября в Театре оперы и балета. В прошлом фестивале приняли участие больше 2000 человек со всей России и из зарубежных стран.
Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. О погоде на завтра сейчас расскажет моя коллега Аделина Зарифова. Передаю слово ей, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Компания «Луидор» представляет современный городской кроссовер «Москвич-3» с выгодой до 250 тысяч рублей. Яркий дизайн, современный и экономичный 1,5-литровый турбированный двигатель, светодиодная оптика, бесключевой доступ, панорамный люк и многое другое. Все это «Москвич-3». Совершите пробную поездку уже сегодня в дилерском центре «Луидор» по адресу Казань, Сибирский тракт 59. Подробности по телефону 8 800 2002 402. Продсклад «Победа». Блинчики с творогом 149,90 за килограмм. Черный чай с лимоном «Чайный век» 41,50. Все нужное по низким ценам. Экстрим-программа «На грани» в Казанском цирке. Только в апреле Geely Canafta объявляет дни рекордных выгод. На весь модельный ряд Geely честная выгода до 690 тысяч рублей. Сдайте свой автомобиль и уезжайте на новом Geely Canafta 230 30 30. С 7 по 18 апреля на втором этаже в Казанском ЦУМе распродажа индийских товаров. Эмис – натуральный виноградный концентрат. В честь праздника Рамадан акция при покупке одной упаковки Эмис Таврический. Целая упаковка лимонада в подарок. Оцените премиальные внедорожники Exit. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ. Только в апреле. В Exit-центре РРТ автомобиль Exit с преимуществом до 1 миллиона рублей. Подробности на Чуйкова 54Б. Звоните 207 2080. Дома у сада. Новый квартал сад от Акбарс Дом. Жить, чтобы мечтать и создавать. Акбарс Дом. Дом там, где мы. Компания «Луидор» представляет современный городской кроссовер «Москвич-3» с выгодой до 250 тысяч рублей. Яркий дизайн, современный и экономичный 1,5-литровый турбированный двигатель, светодиодная оптика, бесключевой доступ, панорамный люк и многое другое. Все это «Москвич-3». Совершите пробную поездку уже сегодня в дилерском центре «Луидор» по адресу Казань, Сибирский тракт 59. Подробности по телефону 8 800 2002 402. Здравствуйте! По республике наблюдается существенный разброс температур. Ночью довольно прохладно, а днем воздух значительно прогревается. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха, Азнакаево в предстоящие сутки наблюдается переменная облачность. По-прежнему без осадков. Ночью около 2 тепла, днем до 18 градусов выше 0. Местами облачная погода, но без осадков ожидается в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ночью около 1 тепла, днем будет тепло до 18 градусов со знаком плюс. В Агрыде, Менделеевске, Актаныше около 2 тепла в ночное время и до плюс 17 днем. Осадки не ожидаются. В Арске, Кукмаре и Балтаси переменная облачность. В ночные часы около 1 градуса тепла, в дневные часы около 16 градусов со знаком плюс. К вечеру похолодает, ветер усилится. В Болгаре, Держаном и Буинске небо затянет облаками, но осадков ждать не стоит. Ночью около 2 тепла, днем до 18 градусов выше 0. В Альмете, Скичистой, Полимамадыше переменная облачность. Без осадков, температура ночью около 0, а днем воздух прогреется до 18 градусов выше 0. В пятницу атмосферный фронт принесет существенное похолодание, местами ожидается сильный ветер. В Казани без осадков, но солнце прячется за облаками. Ночью до 3 градусов тепла, днем воздух прогреется до 18 градусов выше 0. Ветер северо-восточный порывистый. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха около 46%. Магнитное поле Земли спокойное. Ранняя весна быстро расправилась со снегом, и днем температура повышается до аномально высокой отметки. Но только мы успеваем привыкнуть к теплу, как снова на республику идет похолодание. Будьте готовы к перепадам температуры и следите за изменениями погоды вместе с нами. В студии была Аделина Зарифова. До встречи!